В эти минуты на Красной площади в Москве начинается торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Мы предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Планируется, что всего в марше будут задействованы около 5000 человек, а также сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона. В реконструкции парада 1941 года также будут участвовать порядка 35 единиц исторической военной техники, в том числе танки Т-34, Т-60, Т-37, Т-38, Т-70, самоходные установки Су-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», автомобили ГАЗ, пушки, бронеавтомобили и мотоциклы. На гостевые трибуны пригласили около 7000 человек, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, участников военного парада 1941 года и парада Победы 1945 года. В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последнее такое событие состоялось в 1990 году. Спустя 10 лет, 7 ноября 2000 года, на Красной площади впервые прошел торжественный марш ветеранов Ноябрьского парада 1941 года. Это была Внимание! Говорит Москва. Говорит и показывает Красная площадь столицы. Под государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы и флаг города Москвы. Смирно! Для встречи слева! Накро! На Красную площадь носится государственный флаг Российской Федерации, копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и флаг города Москвы.
знаменной группе военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Командует полком полковник Дмитрий Стриха. Полк обеспечивает проведение мероприятий с участием руководства страны. Около 60 лет со дня своего образования солдаты и офицеры почетного караула несут гарнизонную службу и являются неизменными участниками военных парадов на Красной площади. Именно воинам-преображенцам предоставлена честь открывать военный парад на главной площади страны. Государственный флаг Российской Федерации несет сержант Антон Михайлов. Ассистенты – сержант Вячеслав Крутов и сержант Игорь Руцкий. Старшее поколение этих военнослужащих – участники Великой Отечественной войны, награжденные многими орденами и медалями. Командир знаменной группы Государственного флага России – майор Алексей Рукленко. Копия Знамени Победы в руках сержанта Алексея Факеева. Это право он заслужил своим добросовестным отношением к службе. Ассистенты у копии Знамени Победы – ефрейтор Андрей Мещеряков и сержант Игорь Леньков. Флаг города Москвы в руках ефрейтора Андрея Крахмалева. Ассистенты у флага Москвы – сержант Дмитрий Семенов и рядовой Евгений Деточенко. Командир знаменных групп – старший лейтенант Виталий Шипилов. Сегодня, 7 ноября, на главной площади страны пройдет торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 41-го года. Ветеранам Великой Отечественной войны, нашим дедам и прадедам, тем, кто отстоял столицу в 41-м, кто защитил страну и наше будущее в годы войны, тем, кто вписал свои бессмертные подвиги в летопись великих побед России, с благодарностью посвящается мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Дорогие ветераны, защитники Москвы, дорогие москвичи, поздравляю вас с годовщиной славного парада 7 ноября 1941 года. Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. Все для фронта, все для победы. Осенью 1941 года для москвичей это было не пустые слова. Победа означала свободу и жизнь. Поражение, позор, гибель и рабство. И мы разгромили врага под Москвой, сделав первый, самый трудный шаг к победе над фашизмом. Сегодня мы вспоминаем бойцов и командиров Красной Армии, которые не сломались под ударами самой мощной армии мира. Мы вспоминаем ополченцев и курсантов, стоявших насмерть
под Крюково и Вязьмой. Вспоминаем женщин, стариков и детей, которые под дождем и снегом рыли окопы. Вспоминаем рабочих инженеров, которые по 16 часов не отходили от своих станков. Вспоминаем работников метрополитена, которые ночью укрывали людей от бомбежек, а утром вновь вели свои поезда. Мы помним о врачах и медицинских сестрах, забывших, что такое сон и усталость. Вспоминаем зенитчиков и бойцов народной дружины, которые спасли Москву от пожаров и разрушений. Вспоминаем сибирские дивизии, пришедшие на выручку столицы. Вспоминаем всех, кто стоял на защите Москвы. 77 лет – срок немалый, но память о битве за Москву не померкла. И я уверен, что наши потомки, как и мы, будут вспоминать о подвигах героев и о миллионах простых, казалось бы, совсем не героических людей, которые отстояли Москву осенью 1941 года. Слава участникам парада! Слава воинам-победителям! Слава городу-герою Москве! Ура! В день 77-й годовщины легендарного парада на Красной площади мы открываем героическую страницу истории Москвы. Здесь в 1941 году решалась судьба нашей Родины. Вражеские авианалеты не прекращались ни на один день. Захватчики готовились с триумфом войти в город, а столица готовилась к уличным боям. В это тяжелое время, в обстановке строжайшей секретности, началась подготовка к операции, способной повернуть ход истории вспять. Летала смерть зловещей тенью, держалась жизнь на волоске, и шло в сраженье ополченье на ближних подступах к Москве. Здесь наша боль и наша слава, и ты судьбе не изменяй. Москва, Москва, моя держава, передний край. Москва, Москва, моя держава, передний край. Любовь к Москве, любовь святая, в тот страшный час в осенней мгле шли в бой сыны степного края на ближних подступах к Москве. Здесь наша боль и наша слава, и ты судьбе не изменяй.
Москва, Москва, моя держава, передний край, передний край. Москва, Москва, моя держава, передний край, передний край. И навсегда лежать остался товарищ мой в сырой траве, где поредевший полк сражался на ближних подступах к Москве. Здесь наша боль и наша слава, и ты судьбе не изменяй. Москва, Москва, моя держава, передний край, передний край. Москва, Москва, моя держава, передний край, передний край. Ставка Главного командования Военному совету Западного фронта. Принять усиленные меры для предотвращения наступления группировки противника. Военный совет Западного фронта командующему ВВС. Отозвать с передовой и держать в боевой готовности до 550 истребителей для обеспечения воздушной защиты Москвы. Здесь наша боль и наша слава, июньский гром, победный май. Москва, Москва, моя держава, Москва всегда передний край. Моя Москва, моя держава, Москва всегда передний край. Товарищи, сегодня вам выпала честь пройти парадом по Красной площади. Это не просто парад. На вас будет смотреть весь мир. В случае бомбежки или обстрела самолетов парад продолжается. Место упавшего занимает идущий следом. Равнение не терять. Парад прекращается только в том случае, если будет отдан приказ немедленно вступить в бой. 7 ноября, чеканя шаг по брусчатке, парадом по Красной площади прошли тысячи защитников Москвы, чью поступь услышал весь мир. Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада в сердце у солдата. Ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданные святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты. Началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетие ты была жива. Сердце, ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли,
старых наших улиц, трепетные взгляды юных наших песен, строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада в каждом нашем сердце. Ты моя Москва. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но легендарный парад остается для нас символом мужества и несгибаемой воли защитников Москвы, армии и народа, отстоявших на полях сражений наше будущее. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Сегодня на трибунах присутствуют ветераны, участники легендарного парада 1941 года. Евгений Александрович Ануфриев, Василий Михайлович Лагодин, Иван Николаевич Бабарыкин, Борис Павлович Уткин, Павел Николаевич Козленков. И гимн Москвы, рожденный в огне 41-го, сегодня гордо звучит на Красной площади в самом сердце Великой России. В вашу честь, защитники столицы! В вашу честь, поколение победителей!
Имя мужества отзывается в наших сердцах и вновь объединяет поколения наша история, человеческая память и благодарность тем, кто защитил столицу в 41-м, кто сражался за Родину и отстоял наше право жить, созидать и гордиться своей страной. Каждый год молодежь современной Москвы проходит по Красной площади дорогой славы защитников столицы, чтобы сказать во всеуслышание: помним, любим, гордимся. Команду к торжественному маршу предоставляется герою Российской Федерации, ветерану воздушно-десантных войск, полковнику Вячеславу Владимировичу Сивко. Парад! Смирно! К торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо! Остальные направо! Путь! На плечу! Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественный марш в честь 77-летия легендарного парада открывают знаменные группы к государственному флагу Российской Федерации, копии Знамени Победы и флагу Москвы от 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа. С парадными штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны проходят курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. В прошлом году прославленное учебное заведение отметило свое столетие. Торжественным маршем по площади проносят знамена частей и соединений Красной Армии, принимавших участие в обороне Москвы и прошедших от стен Кремля до Берлина. Знаменные группы сопровождает почетный караул 3 видов вооруженных сил: сухопутных войск,
воздушно-космических сил и военно-морского флота. На площади курсанты военного университета Министерства обороны России. В годы войны Военно-политической академии имени Ленина. В исторической колонне курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. В 1941 году кремлевские курсанты под командованием начальника училища полковника Семена Младенцева геройски сражались под Волоколамском. Знаменитые винтовки Мосина в руках военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады. За героизм и мужество в боях под Ельней в сентябре 1941 года бригада удостоена звания гвардейской. В камуфляжных маск-халатах в историческом марше шагают бойцы диверсионно-истребительных отрядов. Наводя ужас на врага, они бесстрашно действовали на поле боя и в тылу противника, вписав свои подвиги в историю Московской битвы. В историческом парадном строю подольские курсанты. Стоя насмерть на московских рубежах, курсанты уничтожили 100 вражеских танков, выиграв время для укрепления обороны Москвы. На Красной площади, словно сошедшая с экрана военной хроники, рота Всеобуча, принимавшая участие в легендарном параде 1941 года. В исторической колонне защитников Москвы идет пехота. В дни обороны Москвы воины-пехотинцы проявляли массовый героизм, останавливая ударные дивизии и танковые колонны противника на подступах к столице. В легендарном параде участвовал полк 2-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Продолжая героические традиции защитников Отечества, в Москве в кратчайшие сроки были сформированы 12 дивизий народного ополчения, вставших на защиту столицы. В битве за Москву героически проявили себя кавалерийский корпус Льва Даватора и 2-й кавалерийский корпус Павла Белова. Прославленную кавалерию представляет кавалерийская группа президентского полка Федеральной службы охраны России. С 7 ноября 1941 года парадный строй защитников Москвы сопровождали прославленные тачанки. К историческому шествию присоединяются будущие защитники Отечества. Дорогой героев сегодня по Красной площади пройдут наследники Победы, молодое поколение столицы. Задают темп торжественному маршу барабанщики Московского военно-музыкального училища Министерства обороны Российской Федерации. Эстафету парадного марша принимают воспитанники Московского Суворовского военного училища. За годы существования, начиная с 1944 года, здесь получили путевку в жизнь 11 тысяч воспитанников. Перед трибунами проходит парадный расчет Московского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Долг, честь, отечество, польза – девиз, с которым кадеты готовятся к служению своей страны. На Красной площади воспитанники кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России. Кадетский корпус расположен на базе высшего учебного учреждения, куда стремятся попасть кадеты, чтобы в будущем стать офицерами МЧС России. Чеканя шаг идут кадеты кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, призеры Всероссийской олимпиады школьников, отличники учебы, победители конкурсов и обладатели золотых знаков ГТО. На марше парадный расчет «Юнармия» регионального отделения города Москвы. В составе парадного расчета победители Московской спартакиады молодежи до призывного возраста по военно-прикладной подготовке.
Перед трибунами курсанты Московской государственной академии водного транспорта. Будущее российского флота. На Красную площадь вступают кадеты Москвы, традиционные участники торжественного марша. Торжественным маршем проходит кадетское движение города Москвы. Будущие авиаторы, инженеры-конструкторы, сотрудники правоохранительных органов. В составе следующего парадного расчета будущие пограничники, спасатели, сотрудники Федеральной службы безопасности. Кроме профильной подготовки, ребята получают прекрасную эстетическую подготовку. Перед трибунами воспитанники кадетских классов, которые являются наследниками Таганского истребительного батальона, сформированного в первые недели войны. Торжественным маршем проходит сводный парадный расчет кадет военной разведки, войск специального назначения и Федеральной службы охраны России. На Красной площади сводный парадный расчет кадетских классов. В парадном строю перед вами идут победители и призеры Олимпиад по математике, физике, основам безопасности жизнедеятельности и физкультуре. Перед вами кадетские классы школ имени Героев Советского Союза военных летчиков Ивана Кожедуба и Петра Романова, красноармейца Лазаря Поперника. Ровным строем, чеканя шаг, перед трибунами проходит сводный парадный расчет кадет юго-востока нашей столицы. В будущем они хотят избрать профессию офицеров сухопутных войск, национальной гвардии и ракетных войск. Фундаментом кадетского движения является всестороннее развитие школьников. Именно поэтому кадеты показывают отличные результаты не только в учебе и спорте, но и в олимпиадах и творческих конкурсах. Среди участников торжественного марша победители кадетской спартакиады и соревнований по военно-прикладным видам спорта. Перед трибунами почетных гостей проходят кадеты, решившие посвятить себя делу обеспечения безопасности нашей Родины. Строго держат равнение в шеренгах правнуки воинов, отстоявших страну в годы минувшей войны. Перед трибунами проходят кадеты-моряки. Они достойно продолжают традиции школы математических и навигатских наук, основанной в Москве Петром Первым. По брусчатке Красной площади маршируют будущие дипломаты. Ребята осваивают не только общеобразовательные предметы, но и специальные – дипломатический этикет, риторику, логику, которые помогут им в будущем успешно защищать международные интересы нашей Родины. По Красной площади идет сводный парадный расчет кадет юго-запада Москвы. В строю наследники героических дел военного летчика-космонавта Павла Романовича Поповича. Парадным маршем проходят кадеты, выбравшие героическую профессию пожарного. Их вдохновляет подвиг Евгения Чернышова, погибшего при выполнении служебного долга, защищая жизнь и здоровье людей. Под звуки военного марша проходят кадеты, неизменные участники и победители творческих конкурсов, фестивалей, концертов. Воспитанники школы с одинаковым усердием познают азы музыкального искусства и готовятся к поступлению в вузы. В рамках проекта «Кадетский класс» в Московской школе школьники получают качественное предпрофессиональное образование в тесном взаимодействии с ведущими вузами Москвы. Кадеты наших дней стремятся брать пример со своих наставников, воспитателей кадетских классов. Их жизненный пример, безупречная служба своей стране во многом определили стремление кадет выбрать профессию защитника Отечества. Перед зрителями парадный расчет кадет будущих спасателей.
Торжественным маршем проходит парадный расчет «Кадет», будущие сотрудники Министерства внутренних дел. Кадеты воспитываются в духе патриотизма и ответственности за свою судьбу и судьбу своей Родины. На Красной площади краса и гордость кадетского движения столицы. Строевая подготовка девушек вызывает неизменное восхищение зрителей. Они не раз участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанницам традиционно предоставлено почетное право завершить торжественный марш «Кадет» города Москвы. Сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона под руководством главного военного дирижера полковника Тимофея Маякина завершает торжественный марш песней победы на все времена. На Красной площади историческая боевая техника 41 года, чья грозная мощь наводила ужас на врага и была покрыта неувидаемой славой на полях сражений Московской битвы. Легендарные боевые машины проезжали стальными рядами по Красной площади на параде 41-го. На их броне отражались огни победных салютов 45-го года. Вместе с героями Великой Отечественной войны прославленное оружие вписало яркие страницы в летопись великих побед России. Мы от всего сердца поздравляем с 77-й годовщиной легендарного парада участников этого исторического события, всех ветеранов войны. И еще раз говорим слова, которые будут повторять наши дети и наши внуки. Низкий вам поклон. Мы гордимся вами. Мы любим вас. Будьте с нами как можно дольше. Будьте здоровы и счастливы. Слава защитникам Москвы! Это была прямая трансляция торжественного марша, посвященного 77-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года в Москве. А уже через несколько минут мы вернемся к вам с выпуском новостей. Оставайтесь с нами.